Привет, привет все мои дорогие подписчики. Я рад видеть вас всех на моем канале. Спасибо, ребят, спасибо огромное вам, Рахмет большойший, потому что нас уже 29 тысяч на канале. Я думал, 11 августа мы не успеем набить тридцатку. Кто не знает, у меня 11 августа, ребят, день рождения, мне 30 лет. Я хотел, чтобы именно в 11 августа было 30 тысяч, но будет больше, будет лучше. Это огромный подарок для меня. Спасибо огромный вам, Рахмет. Я рад видеть вас всех на моем канале. Сегодня мы посмотрим, немец, живущий в Казахстане, рубит правду. Мнение немцев. Очень интересно увидеть и услышать это, что они будут говорить. Но лучше же, конечно, ребята, я надеюсь, что я когда-то приеду и сниму какой-то тоже социальный ролик и э, даже пораспрашивать, как Казахстан относится к Украине. Очень интересно было бы узнать. Давайте посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Здравствуйте. Иван Самошмид. Я это видео записываю как видео благодарности казахам за Молодец то, что сразу. мы там жили, за то, что мы там выжили, за то, что мои предки выжили. Вот. В депортации в Казахстане во время ссылки, да. И хочу ответить вот этим всем, которые там мне пишут, что вот мы немцы из Казахстана, вот мы типа тупые, что там казахи вообще там в Казахстане все отсталые были, все там нищие были, все там с голоду умирали. Вот я вам скажу честно, да, вот я немец из Казахстана, я знаю немцев из Сибири, я знаю немцев из Украины, да, и разница между нами огромная, потому что наши немцы из Казахстана самые гостеприимные и самые сердечные люди вот здесь вот в Германии, потому что мы это все научились у казахского народа. Вам всем до казахов вам всем очень далеко. Было так, вот я вам расскажу, как вот предки мои, да, вот их просто как фашисты, да, объявили, что они фашисты, взяли, выкинули на снег. Они их себе в дом забрали, накормили, вместе кровать делили, последний кусок хлеба делили. Вы поговорите с чеченцами, вы поговорите с татарами, вы поговорите с прибалтами. Всех, кто попадал в Казахстан, 90% выжили. Пришли потом эти солдаты, да, советские солдаты, пришли в дома, видели взрослые женщины, если взяли этих, загрузили и в рабство, в концлагеря в Сибирь отправили. А казахи воспитывали детей. Понимаете, казахи воспитывали детей, благодаря этому выжили. В трудовую армию отправляли. Вы поговорите с этими людьми, да, какое сердце у казахов. И они не ходят, не орут нигде, что они великий народ или еще что-то. И даже вот я вот сейчас вам покажу сравнение, как живут другие народы и национальности в Казахстане, да. Какое уважение к другим народам равное. Никто из себя великого не ставит, как это делают в России. У меня друг Витя, я когда уехал с Казахстана в Германию, приезжаю в Казахстан, ну и сели на даче с ним, у него выпили. Я ему говорю, а что ты не поедешь в Россию? Он говорит, я ездил, в Подмосковье он приехал, так что там было? Там сначала начали, он не пил с этими мужиками, они все в фуфайках ходят и в керзовых сапогах, в грязи. Он там дом купил, сделал хозяйство себе, устроил. Думал, как в Казахстане он может жить. А нет, тут-то не то было. Сначала начали детей бить, потом стекла бить ему, а потом подожгли дом. Да вы Германа Селигова вон спросите, ему дом тоже подожгли. Такого в Казахстане нету. Осуждать казахов, это вообще, я считаю, что и оскорблять вот это чурки, то, что вы пишете, что мы чурки. Да я горжусь, что я казах. Я горжусь. Я горжусь, я знаю, что если где-то что-то будет плохо, я приеду в Казахстан, там всегда для меня найдется кусок хлеба, и меня там всегда спасут казахи. У меня Знаете, мурашки, что вы не реально имеете мурашки права вообще от говорить этих про слов, казахов ребят. что-то плохое. Никто не имеет права про них что-то говорить плохое. Или вы поедете, посмотрите, на Украине есть разве немецкие деревни? Они все уничтожены. В России вот эти пару деревень осталось. Сейчас я вам покажу доказательства. Они живут, как они жили еще в 2 века назад. И как живут немцы в Казахстане. Они живут лучше, у них условия лучше жизни, чем в Германии, если уж на то пошло. Вот я вам просто сейчас давайте покажу, чтобы вы знали, что на самом деле есть, что такое казахский народ. А то ходят все в грудь себе бьют, что они великие, а на самом деле никто вы. Вот великий народ это Казахстан, казахи. Вот именно казахи. И мы жили там, многонациональные были мы народы. Мы много наций нас там жило.
И благодаря казахам вот так все нации были сплоченные, благодаря вот этому ихнему менталитету, который относился ко всем уважительно. И говорят, они чурки тупые, да они умные, разумные люди, они дают всем развиваться. Они всем дают развиваться. Они все народы уважают. Вот смотрите, как живут немцы в Казахстане. Не знать, что село Родина находится в казахстанской степи, можно подумать, что попал в какую-нибудь европейскую деревушку. Идеальные дороги, новые коттеджи, аккуратные палисадники. Здесь нет преступности. Все знают друг друга по именам. Почти никто не курит, не пьет и не слоняется без дела. Глава Родины, этнический немец Иван Саур, пока показывал село нашей съемочной группе, ни разу не закрыл свою машину, хотя внутри Мне были надо этот документы ролик и посмотреть. ценные вещи. У нас все, что лучшее есть от любой нации, все как бы стараемся здесь собрать, саккумулировать и на всю катушку использовать. Работают люди, приходят утром в 8 часов, и в течение 7 часов вся работа у них заканчивается. В селе есть свой православный храм, телеканал, хоккейный корт и зоопарк. 2 года назад построили завод, который поставляет молоко и сметану в Астану. Рядом с поселком стоит ветрогенератор. Он дает примерно половину потребляемой электроэнергии. В отличие от многих других деревень, из этого поселка никто даже не думает уезжать. Наоборот, многие люди только мечтают о том, чтобы попасть сюда. Каждая семья, которая решает переехать в поселок, абсолютно бесплатно получает вот такой жилой дом. Впрочем, попасть сюда могут единицы. Биографию каждого кандидата тщательно проверяют. Предпочтение отдают многодетным семьям. Всем без исключения жителям гарантируют всевозможные льготы. Взамен требуется только одно – работать. Все заведения, которые есть, они все Вот. бесплатные. И что? И вы хотите сказать, что это возможно на Украине? На Украине все последние были вот эти деревни, которые немецкие. Они все уничтожены, все разрушены. Вот на Украине особенно. Вот сколько я вот немцев с Украины встречаю, настоящих немцев, они понты, да. Он говорит, да все, они сами не живут, говорит, и нам не дают. Вот это народ, да, вот эти чиновники, вот эти, кто там сидит, это все же местные сидят, украинцы. А там сидят казахи. Вот, и вот теперь давайте скажем, кто чурки. Вы чурки, вы тупые придурки и чурки. Не они. Они умные, разумные, мудрые люди. И вообще это оскорблять казахов, вот я серьезно, меня так взбесило это. Я бы в морду дал. Вот я себя лично тоже казахом считаю. Да, я казах. Я казахский немец. Я уважаю этот народ. Потому что лучше народа и гостеприимнее нет на свете. И когда приезжают сюда казахи, я сразу им помогаю. Всем казахам я здесь помогу. Я не знаю сейчас, как узбеки, как киргизы. Я могу только про Казахстан сказать. Поговорите с чеченцами, поговорите с любыми. Вот я приехал в Москву, да. Я пошел на рынок. Я не мог ни с одним русским договориться. Все начинали что-то хитрить, мудрить. Я подошел к казаху, говорю, о, ты земляк, я вот немец Казахстана. Я говорю, я уважаю ваш народ. Конечно, с ними нужно уважительно разговаривать. Они тоже гордый народ. С ними нужно уважать их, когда ты с ними разговариваешь. Нужно тоже, я говорю, я уважаю вас, вы сердечный народ, гостеприимный народ. Спасли моих предков когда-то. Помоги мне. Правда, 3 часа мне пришлось ждать, потому что он там договаривался. Но он договорился. Если вы поедете в Россию, я вам серьезно говорю, хотите что-то сделать, договориться, вы сможете договориться только с казахом. Смотрите, чтобы это был казах. Идите к нему. Вы не договоритесь с русскими. Идите к нему, и вы договоритесь с казахом. Да? Вот сейчас вам покажу, как живут немцы, живут в России. Да, а то осуждать казахов вы не имеете права никто и оскорбляете. В Оренбургской области есть большой поселок, где живут выходцы из Германии. Хотя они уже почти совершенно обрусели, все обычаи своей прежней родины соблюдают неукоснительно. Наш корреспондент Мария Васильева ощутила в Поволжье особый немецкий колорит. Здесь не увидишь высоких заборов и не услышишь русскую речь. О делах и последних новостях только по-немецки. Hallo Damen, wie geht's euch? Geht euch gut? Непосвященный сразу и не разберет, куда попал. Местные жители свой поселок именуют не иначе, как Kleine Deutschland, маленькая Германия. Однако на карте у немецкой деревушки русское название – Подольск. Там Тоже неплохо. Но они живут как 200 лет назад. Вот эти постройки, это все. Что там сравнивать с Казахстаном? И вы их еще оскорбляете, и вы нас оскорбляете. Да я благодарен казахам, что я там родился, что я получил от них вот эту вот действительно вот межнациональное вот это, что во мне нет нацизма, что во мне нет расизма, что я уважаю другие нации, что я гостеприимный. Понимаете?
Вот это вот все, вот то, что вы на них говорите, вот это меня аж взбесило. Серьезно, это просто оскорбление этого народа. Вы у них поучитесь. Вот эти великие русские, там, россияне, украинцы, там, все великие. Вот. Поговорите с прибалтами, которые попали в Сибирь и которые попали в Казахстан. В Сибири выжило 10-20% этих депортированных, а в Казахстане 90%. 90%. И благодаря этому народу казахов. Что вы там можете против них противопоставить? Вы что думаете, все дураки? Да сколько можно уже вот это говорить про казахов? Вообще, прекратите это. Я вот любого чеченца спросите, любого татарина спросите, любого всех, кто с Прибалтики, немца спросите, поляков спросите. Вот, кстати, вот все, вот, кто там были депортированы, 1 марта День благодарности казахам и казахстанскому народу. Вот это создали вот это депортированные. Есть у вас такой день? Есть у вас такой день в ваших странах? Нет его. Это только есть в Казахстане, потому что это настоящий сердечный народ. У меня друзья были казахи, у меня были немцы, русские немцы, татары и были казахи. У меня русских ни одного не было друга, потому что я знал, что на казаха всегда можно положиться. Если тебе трудно, его просить не надо, он сам тебе поможет. Где есть такие люди? Да среди немцев между собой таких нету, таких как казахи. Вообще бессовестно так говорить про вот это. Вы там не жили, что вы можете говорить? И я в 2 года служил в российской армии. Там вообще на бричках ездили, на тележках, на лошадях, когда уже у нас такая техника была в Казахстане. И говорили мы грамотно, туда ссылали всю интеллигенцию, с Санкт-Петербурга, с Москвы, всю интеллигенцию ссылали. И все там берегли казахи. Никого не приняли, и никогда не говорили предкам, там, ты фашист или еще что-то. Говорили русские. Казах никогда не оскорблял, не говорил, что ты фашист, сволочь или еще что-то. Поэтому вы прекращайте такие вещи. Вы вообще ничего не знаете про этот народ. Бессовестные. Как вы только, у вас может только язык повернуться. Вот, кстати, вот этим украинцам, да, вот эти, вы приезжаете к русским, да, вот с Донбасса, да, и как к вам относятся? Вам в лицо плюют. Вас отправили всех в Сибирь на произвол судьбы. И вам потыкает каждый день хлебом, что они вам дают. Вы в следующий раз будьте умнее, едьте к казахам. Понятно? Если кому-то трудно, голод был на Волге во время революции, все поехали, кто к казахам поехал, все выжили. Какое право вы вообще имеете говорить про них? Весь мир должен у них учиться гостеприимству. Весь мир. Не имеете права так про них говорить и оскорблять их. Вам, казахи, большой рахмет, сердечный рахмет. Уважаю вас. И я знаю, что если что-то случится, я всегда могу вернуться в Казахстан. И всегда буду принят. И никакая падла, и никто мне не скажет никогда, что я предатель. Никогда не скажет мне никто. Потому что казахи, во народ. Я люблю вас, казахи. И я считаю себя тоже казахом. И я всегда буду на стороне Казахстана стоять, на стороне казахов. Да. И никогда я не забуду Казахстан. Никогда я не забуду то уважение, которое к нам было. И уважение к старшим, единственное, где осталось. Нормальное уважение к старшим. Это только у вас осталось. Поэтому говорить вот так вот про этот народ никто не имеет права. О том говорить, что вот они там тупые все. Да они умнее всех вас. Вы видели, я вам показал. На Украине вообще нету ни одной немецкой деревни. Вообще полное неуважение к нашему народу. И в Казахстане посмотрите, как они вон, не воруют и живут лучше, чем здесь. Все у них бесплатно. У них все бесплатно. Вот поучитесь у них, поучитесь. А то начинаете, великие нашлись, блин, оскорблять будете казахов и казахстанцев. Вот серьезно, прям в рожу хочется дать за такое. Прям я не выдержал вот это. Сколько можно вот это слушать? Весь интернет начинает оскорблять. Что это такое? В общем-то и все, что хотел сказать. Всего доброго, друзья. А казахи, держитесь, вы молодцы. Вы умные люди. Что я скажу? Я совсем согласен, ребята, что он говорит за Казахстан, я совсем согласен. Но чуть-чуть, конечно, обидно, когда он высказывается в сторону Украины, потому что я сам с Украины, и сказать, чтоб я слышал, что украинцы плохо отзываются за Казахстан, я не слышал этого. Что у нас не осталось поселков немецких, да,
Но это же не простой народ это все сделал. Это делали чиновники, которые все громили, все уничтожали, и вот так они все оставили, как оно сейчас есть. Но с тем, что он чуть-чуть в нашу сторону оскорблял нас, ну, блин, надо посмотреть видео. Может, может, надо посмотреть какие-то видео. Может, есть украинцы, которые высказываются плохо о Казахстане. Я просто такого не видел. Если есть, не все люди высказываются плохо. Ну, лично за себя я скажу, да, ну, вот видите, просто я сижу, я понимаю, что я ваш народ люблю, уважаю и понимаю. И тут за Украину он так сказал, мне чуть-чуть стало, конечно, обидно и неприятно это услышать, но он говорил правду, ребят. Он говорил правду, и этот человек все видел сам и все знает. Так что что-то спорить и говорить, что я не верю или он не прав, я не могу этого говорить, потому что он реально сказал всю правду, как она есть. Спасибо, ребят, спасибо, кто мне сбросил этот ролик. Я видели, что я сидел и слушал на одном дыхании, потому что мужчина говорил реально правду, которую надо прислушаться и всем учиться уважению культуры у вас, потому что у вас очень воспитанные люди. Спасибо, ребят, спасибо всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Не забываем переходить по ссылке. Там есть Инстаграм, подписываемся на Инстаграм. Я рад видеть вас всех на моем канале. До встречи.